Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввел ограничения на транзакции с рядом банков Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Под санкции, в частности, попал филиал российского банка ВТБ в Казахстане, кыргызстанские банки Талубай и Евразийский сберегательный банк, таджикистанский Душанбе-Сити-банк, Спитамен и Коммерцбанк. Все три попавшие под санкции таджикских банка непосредственно связаны с семьей Рахмона. И вот эти три банка Таджикистана, они являются главными игроками в Таджикистане. Именно через Таджикистан проходил количество, скажем так, вот этих санкционных продуктов попадал в Россию. Электроника, там другие запчасти, которые нужны и России для дальнейшего ведения боевых действий. По данным открытых источников и Единого государственного реестра юридических лиц Таджикистана, основным владельцем Душанбе-Сити-банка является компания Avesta Group, которой принадлежит около 70% акций. Руководителем компании является Мирзо Мухаммад, один из приближенных сына президента Рустамия Эмомали. Владельцем ООО «Коммерцбанк Таджикистана» является компания «Фарос», принадлежащая Шамсулу Сахибову, который является зятем президента Таджикистана. Главным акционером Спитамен-банка является страховая компания Спитамен-Сугурта. По данным источников, ранее этот банк также связывали с Джамалиддином Нуралиевым, экс-первым заместителем председателя Национального банка Таджикистана и еще одним зятем Рахмона. Хочу подчеркнуть, что вот это три банка, которые там упоминаются, они все принадлежат так или иным образом семье Эмомали Рахмона. Примечательно, что новые санкции были объявлены после недавнего официального визита российского президента в Таджикистан, где его встречали с показной пышностью, стремясь подчеркнуть особое отношение к России и лично Путину.